В Абхазии сегодня голосуют за президента. Выборы внеочередные. Бывший глава государства подал в отставку в ноябре прошлого года. На фоне беспорядков нашей страны в Москве и Черкесске российские власти оказывают максимальное содействие в организации. Все проходит в спокойной обстановке. Из Абхазии репортаж нашего корреспондента Алены. Ровно в 8 утра все избирательные участки в Абхазии начали свою работу. Жители республики голосуют за одного из... Жить нормально, хорошо, чтобы все, короче говоря, и дети радовались, и взрослые радовались. Я проголосовала за очень уравновешенные, глубокие, мудрые, не разбрасываются словами. Меня я пришел, чтобы наши дети все были спокойные. Для народа, чтобы было нормально. Проголосовать в республике могут свыше 134 тысяч избирателей. Свою галочку в бюллетене они ставят вот в таких открытых кабинах, обычные, как в таких случаях. Кое-где выстраиваются очереди. Процесс прозрачный и легитимный. Среди наблюдателей представители всех политических сил. Также за выборами в районах республики следят электоральные эксперты из разных стран. Хочу отметить хорошую организацию выборов. Это показатель высокой степени демократии в Абхазии. И это может стать примером для других стран. Я уверен, что все пройдет в соответствии с законом, и мы увидим демократические выборы. Выборы в республике проходят на 152 избирательных участках в 35 избирательных округах. Также открыты 2 участка, которые расположены за пределами республики. Это в Российской Федерации, в городе Москва и в городе Черкесск. Они открыты с момента признания суверенитета и независимости Республики Абхазия со стороны Российской Федерации. В Москве и Черкесске избирательные участки также открылись в 8 часов. Граждане республики голосуют на участке первым. Специально приехал в Москву из Нижнего Новгорода. Я гражданин Абхазии. Голосовать мой долг, поэтому я приехал. Народ. Там живут мои друзья. Я хочу, чтобы Абхазия процветала, развивалась. А это очередь из абхазов, живущих в Санкт-Петербурге. Они тоже приехали в Москву выбрать вектор развития своей страны. Мы приехали из Петербурга большой делегацией, чтобы сделать осознанный выбор в пользу будущего Абхазии. Нас 75 человек. Хочется сделать выбор тот, который поднимет Абхазию именно с колен. Лучшего будущего для своей страны. И для меня это очень важно. Россия – это наш союзник, самый большой союзник для Абхазии. В избирательном участке в Черкесске люди приезжают сюда отдать свой голос и из других городов. Абхазская общественность обращалась к своим ЦИК и парламенту с просьбой открыть участки в России. И наши власти были готовы этому способствовать. Но парламент Абхазии так и не внес в законодательство изменения, позволяющие открыть дополнительные участки. А ведь в России проживает порядка 10% тех, кто имеет право проголосовать на этих выборах. Хочу, чтобы был мир и покой, наконец, чтобы все было хорошо, чтобы народ Абхазии продолжал свое развитие. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более 50% голосов. Алена Евтекова, Иван Пахомов, Вероника Ильвудченкова, Рамзан Керимов, Дмитрий Баранов и Юлия Ходорова. Первый канал.